Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши просмотры, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Его мысли и его чувства прямо сейчас, в момент, когда вы смотрите это видео. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, повелительница мужского сердца, ну прям в центре стоите. Что-то руки такие большие у вас, руки. Знаете, мужчина, возможно, в моменте здесь и сейчас немножко расслабился. Либо он сидит, вот знаете, как отдыхает, ничего не делает, либо прилег, действительно прилег и в таком полудреме находится. Он вас представляет и представляет ваши руки. Нежные, ласковые, добрые, манящие руки. Почему-то прям хочется им, тактильных ощущений. Может быть, хочется, чтобы вы его погладили. Может быть, вы как-то особо его гладите, там, за ушком чешете. Или ваше прикосновение, именно прикосновение рук, доставляет ему какую-то эйфорию. Эйфорию, да, он прям чувствует себя самым счастливым, когда вы к нему прикасаетесь. Почему-то прям про руки думает. Руки, руки, руки. Либо, знаете, как будто отыграется, что, может быть, он хотел бы, чтобы вы своими замечательными золотыми ручками ему что-то сделали, приготовили. Ну, допустим, он любит там какое-то угощение, да, пусть будут пирожки, чтобы вы ему испекли эти пирожки, либо сделали ему там борща, наготовили. Может, еще что-то вы вкуснее, чем другие женщины делаете. Вот прям хочется именно вашего, именно от вас. Вот чего ему хочется. Думает, конечно же, думает. Как удачно мы сделали гадание. Вот прям поймали его в моменте релакса. И вот все мысли о вас и только о вас. Чувства. Ну, смотрите, сейчас он показывает мне четко страсть. Он не показывает там на любовь, показывает на страсть, на ревность и на привязку очень серьезную. Смотрите, это не значит, что он вас не любит. Но раз он о вас думает, девочки любят, конечно. Просто в моменте, вот смотрим, в моменте здесь и сейчас, так мы задавали вопрос, показывает страсть. Скорее всего, он и думает, да, вот о страсти с вами, желает страстей с вами, да, может быть, соскучился по вам, либо вы на расстоянии находитесь, либо какой-то период времени у вас не было страсти, либо ему мало страсти между вами. Вот прям страсть показал, огонь показал, ну и другое. Не буду уточнять, что. Я думаю, девочки взрослые все уже поняли. По поводу ревности. Ну вот кому-то он вас ревнует очень сильно. У одних отыграется, что он ревнует вас к вашим мужчинам, родственникам. Там, пусть это будет брат, отец, может быть даже какой-то, допустим, кум, да, вот какому-то мужчине ревнует. Считает, что вы слишком много времени посвящаете этому мужчине и много с ним там беседуете, болтаете в слишком фривольной форме. У других отыграется, что он ревнует вас к коллегам, к начальнику, к тому человеку, с кем вы часто общаетесь, либо с кем вы находитесь долго в одном пространстве, да, в одном помещении. Очень ему хочется, чтобы вы были только его и никого больше. Да, вот прям закрыть вас дома на 7 замков и никуда вас от себя не отпускать. Этого ему хочется. Знаете, он на вас жадный. Он реально на вас жадный.
У меня вообще такое складывается ощущение, но идет такая информация, что он вас ревнует не только к мужчинам, но и к женщинам тоже ревнует. То есть к детям может ревновать, даже к животным может ревновать. Прямо ему всегда вас мало. Хочется, не знаю, какие-то эгоистические желания. Хочется, чтобы вы постоянно были в его распоряжении, чтобы все ваше внимание было сфокусировано только на нем. На нем и только на нем, да, и больше ни на ком. А знаете, он вам скоро будет писать либо звонить. Вот он думает об этом, думает. И знаете, как думает? У него как-то как перевес идет, да, не может определиться. По-нормальному позвонить с вами поговорить, либо что-то придумать, типа разыграть вас, да, что что-то случилось, либо какая-то проблема, да, вот хочется и так, не знаю, что еще выбрать. Однозначно, либо звоночек будет, либо смс-очка от него придет. Сейчас он просто немножко расслаблен, релаксирует, не до телефона ему. Так, еще. У него сегодня был какой-то очень важный разговор, который его очень впечатлил. О ком-то что-то узнал, либо кто-то чем-то с ним поделился. И он прокручивает этот разговор в голове и понимает, что он очень счастливый мужчина. Ведь с ним рядом такая шикарная женщина, как вы. Может быть, там какая-то драма была, да, люди там расстались, развелись, через измены разбежались. И вот он об этом думает, и прям мурашки по коже идут. Он говорит: слава Богу, у меня не так, у меня порядочная возлюбленная, да и я сам такой. Да, я никогда там ни направо, ни налево. Такой домовитый он у вас, домовитый. Да и вы такая очень воспитанная, приличная женщина. Так, еще. Здесь мне не очень нравится персонаж. Молодая девушка, либо, знаете, такая молодящаяся девушка. Да, девушке может быть там за определенное количество лет, но при этом она считает, что она до сих пор, там, не знаю, 18-летняя девчонка. Эта женщина, она то ли пристает к нему, то ли она его цепляет. Как-то она к нему проявляется, знаете, вот неприлично. Его это очень смущает. Он, как воспитанный мужчина, не может ей сделать замечания, но и в то же время, знаете, как отбивают все желание, например, ходить на работу, либо проходить мимо этой женщины. Вот он думает об этом, думает, как справиться с этой женщиной, либо как ее поставить на место, либо, может быть, кого-то попросить, чтобы ей там сказали, вразумили. И опять же, знаете, как будто бы вот подумал, параллели провел между вами, приличной, хорошо воспитанной женщиной, красивой, знающей себе цену, и вот этой молодящейся дамой. Тоже, знаете, как про себя порадовался. Сказал: ой, нет, моя такая идеальная, я такой счастливый. Так. Вы вообще для него идете как русалка, видите? Это он, вот как он себя видит, такой рыцарь на коне. Он такой молодец, да, в доспехах блестящих. А вот она, вы, прекрасная дева, русалка. Не знаю, почему русалка, может, это его какая-то тайная эротическая фантазия, но прямо русалкой вас считают. Может, у вас длинные красивые волосы, либо, допустим, ваш любимый персонаж — это русалочка. Может быть, он вас называет русалочка. Ну вот прямо он вас так видит, так представляет. Такая волшебная дева. Прекрасное создание из недр океана. Слушайте, а он у вас вообще фантазер. Фантазер. Не знаю, может быть, он у вас увлекается какими-то компьютерными играми, либо, я забыла, как эти люди называются, которые, по-моему, реконструкторы они называются, да, которые на себя там примеряют всякую одежду разных лет. Может быть, он этим увлекается, поэтому себя видит рыцарем. Так. Кстати, у него какие-то утром были нехорошие вести, новости. Немножко он расстроился.
Знаете, у одних девочек отыграется, что мужчина хотел сделать вам подарок, может быть, даже заказать посыльного, да, чтобы вам принесли подарок. Ему либо отказали, либо что-то, может быть, там с оплатой не прошло, там с картой проблемы были. Либо, например, эта услуга недоступна была, и он прям себя не очень хорошо чувствует. Вот. А у кого-то отыграется, что, возможно, начальник его там отчитал, может быть, премии лишил, да, либо начал угрожать, что он лишит его премии. А ему денежки нужны. Ему денежки нужны для вас, на вас, да, чтобы денежку вам принести, подарочек вам купить, даже, может быть, куда-то вас вывести, прогуляться. Вот видите, как на него такая грозная ворона напала с поднятыми крыльями и больно его уколола, клювом, вернее, ударила. Прям как травма у него сегодня произошла. Немножко подпортилось у него настроение. Девочки, если он вам утром не писал, не звонил, ну, ему было не до вас, честно. Вот прям попал под горячую руку, либо наоборот, да, не получилось сделать вам сюрприз. Прям не очень хорошо себя чувствует из-за этого. Либо воспоминания раз-раз и как нахлынут на него. Неприятно. Так, еще. Девчонки, какая-то женщина, может быть, мама, может быть, какая-то бывшая, может быть, там бывшая жена, также, может быть, бывшая сотрудница. Кто-то просил его о помощи. Вот, он отказать не смог, потому что все-таки он у вас джентльмен. Вот, отказать не смог, но понимает, что вам это не понравится. Думает, как бы так скрыть, чтобы и вы поверили, да, и этой женщине помочь, потому что все-таки слово дал, пообещал. Ну, зря, конечно, он от вас это скрывает. Вы ведь все равно все узнаете. И у вас может осадочек остаться, да, от того, что он скрыл. Но поверьте, злого умысла нет. Он просто не хочет вас тревожить. Он знает вашу реакцию, он знает ваши мысли и просто не хочет вас тревожить. Так. Девочки, кто хотел пойти на танцы? Ну-ка, признавайтесь. Кто-то из вас хотел пойти на танцы, либо мужчину тащил, да, куда-то пойти потанцевать. Слушайте, он этого боится. Он этого боится, он не хочет и будет пытаться всеми возможными и невозможными способами, ну, скажем так, избежать этих танцев. У него вышли танцы, вот пара танцующая, вышли в левой стороне. Не знаю, то ли он не умеет, то ли он стесняется. Он боится, что кто-то будет смеяться с него, с его неуклюжести. Либо вы, например, поймете, что он, ну, скажем так, не танцор, да? Будет что-то придумывать, либо какую-то, ну, прям трагикомичную ситуацию создаст. Типа я упал, ногу подвернул, там мозоль натер, там носок может себе порезать, сказать, я не могу, у меня носки дырявые или еще что-нибудь придумает. У него фантазия хорошая. Вот он как раз подбирает вариантик, да, как избежать этих танцев, либо как не пойти с вами на танцы. Ну, напрямую, да, в глаза он не может вам сказать, чтобы не обидеть, поэтому будет выкручиваться. Так, еще вышел глаз, но какой-то странный глаз. У кого-то вот персонально отыграется, что мужчина каким-то странным образом ведет за вами слежку. А ну-ка скажите мне, возможно ли, что мужчина установил в вашей квартире, либо в квартире, где вы совместно проживаете, что-то типа скрытой камеры, либо какую-то прослушку установил? Может быть такое? Просто это какое-то странное секретное наблюдение непривычным образом. Вот. То ли он вас подсматривает за вами, то ли он вас прослушивает. И после каждого такого сеанса подсматривания, подслушивания, он прям в довольной улыбке расплывается. То есть ему нравится то, что он видит, либо то, что он слышит. То есть то, что вы говорите, что вы делаете. Вы на всякий случай от греха подальше проверьте, потому что, ну, действительно глаз и какая-то прослушка, либо подсматривание за вами идет. Только не ругайте его очень сильно,
Он это сделал не потому, что он вам не доверяет, а наоборот, потому что он хочет вас защитить. Ну, допустим, да, его нет дома, либо он у вас часто в командировке уезжает, либо вы еще вместе не проживаете. А времена нынче неспокойные, вот, чтобы быть в курсе событий, да, в курсе того, что происходит в вашем доме. Вдруг к вам, не дай бог, да, кто-нибудь там залезет, да, либо будет покушаться на вашу честь, на ваше достоинство. Так хотя бы он может прибежать и вот как этот прекрасный рыцарь вас спасти. Так, еще вышла дорога очень широкая, очень комфортная и, скорее всего, в какое-то темное время суток. То ли он с вами мечтает куда-то поехать в темное время суток, может просто покататься на машине, то ли он приедет в темное время суток, и вот он планирует свой маршрут, как я приеду, как я доеду. Но дорога для него выглядит очень приятной, да, потому что он с вами, либо потому что он едет к вам. Мне вообще нравится этот мужчина, мне нравится его позитивный настрой, позитивный взгляд и представление о себе и о вас. Единственное, что, конечно, смущает, то, что он просматривает, подслушивает, и есть моменты, где он способен опуститься до хитрости, вот не отказывать напрямую, да, не говорить с вами, типа я не люблю танцы, либо я не хочу танцевать, но при этом, да, выкручиваться из положения, придумывая вот какие-то хитрые ходы. Вот это мне не нравится. А в целом мужчина очень даже и неплохой. По крайней мере, вас он видит в самом прекрасном, распрекрасном свете, к вам пылает страстями, эмоциями. И смотрите, во время своего релакса он думает о вас и только лишь о вас. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.